Асель, добрый вечер. Добрый вечер. Как меня видно, слышно? Слышно, видно, отлично. Отлично. Ага, Вот, здорово. уважаемые гости, с нами наш спикер Асель Абыкеева, она подключилась. А, так, Асель, к нам тоже уже подключились участники Migrant Care, гости из других проектов ПИК, да, и в целом все, кому интересна тема маркетинга, хотели бы вас послушать. Очень многие предвкушали этого, поэтому можем потихоньку начинать. Открытие пройдет, наверное, Искандер из ПИК, и приступим, да, уже потихоньку. Искандер, вам слово. Да, всем добрый вечер. Я надеюсь, меня действительно хорошо слышно и видно. Я обычно очень громко говорю, и меня, представляете, сегодня вот только что буквально подвел ноутбук, он завис, и мне приходится сейчас выходить с телефона, поэтому я буду вот так вот чуть-чуть подъезжать к экрану, чтобы видеть ваши эмоции, отъезжать чуть-чуть, да, чтобы меня было тоже нормально слышно, не забивало ваши динамики. Но мы всегда находим решение, да, на то мы и маркетологи, что с любой ситуацией нужно уметь находить решение, поэтому мы быстренько списались с Нурмухамедом и решили, что я буду заходить через телефон, а мою презентацию будет листать Нурмухамед. Вот. Конечно, тема у нас, она очень интересная, и я не могла не отметить, что мы сейчас все с вами оказались в такой сложной ситуации, да, согласитесь, ковид во всем мире, к этому ковиду еще прибавилась наша ситуация политическая, которая никак не разрешится, да, и нам тут очень нужно быть мобильными, оперативными и очень быстро принимать решения, да, вот принятие решений, наверное, это самое важное. Поэтому я назвала свою тему как «Пост-ковид». Я имела в виду, что же нам делать в этой ситуации, как нам реагировать на то, что происходит, да, сейчас в мире. Можно, в принципе, перелистнуть мой первый слайд, да, потому что это было просто наименование, почему и зачем. И, конечно, мы сегодня с вами будем говорить в основном про социальные сети. Все со мной здороваются, спасибо большое, вот, да, здорово. Так, переименуйте, пожалуйста. Окей, окей. Так, я тут параллельно пыталась прочитать, что мне пишут. Да, давайте немного с вами познакомимся. Меня зовут Асель Абыкеева. В сфере медиа, пиар, рекламы, маркетинга я работаю уже более 15 лет. Проработала во многих крупных компаниях Кыргызстана, международных компаниях, в НПО-секторе, с госсектором встречалась прям тесно, еще не работала госслужащим, но очень много кого консультировала, с кем работала. И вообще социальные сети, почему меня часто стали приглашать и читать тренинги на эту тему, потому что мы одни из первых, которые начинали и открывали еще 10 лет назад, да, еще вот даже 13-12 лет назад открывали социальные сети, это были первые компании в Кыргызстане, которые открывали эти площадки, и как мы с этим работали, да, тогда еще не было чего-то такого нового, как и что, и поэтому мы, конечно, на своем опыте это все делали. Ну, сейчас я работаю на данный момент коммерческим директором строительной компании, до этого работала руководителем пиар-отдела компании «Газпром» Кыргызстан, да, представительство «Газпрома» в стране у нас, и у меня есть свое рекламное агентство, которое уже существует с 2013 года, в рамках которого мы консультируем тоже и постоянно работаем с клиентами. Это малый, средний бизнес, это крупные предприятия тоже. Ну, это вот так вкратце обо мне, кто со мной не знаком. Ну, наверное, давайте мы лучше перейдем к нашей теме, потому что тема интересная. Нурмухамед видел, что я сделала 30 слайдов, и я вместе с вами хотела бы обсуждать. Вот отдельное спасибо всем, кто подключился и подключил свою камеру, да, я вот Элину вижу, Айджан, да, очень приятно, потому что когда ты выступаешь онлайн, очень сложно, когда ты не видишь эмоции. И я вот постоянно сейчас провожу онлайн-тренинги и прям очень всех прошу включать камеры, потому что как будто я говорю сама для себя, и не совсем понятно, людям нравится, не нравится, вообще понятно ли то, что мы обсуждаем, или они пошли там чай, кофе пить и сидят на диване, а параллельно идет, да, что-то. Вот. Вот вижу, Акмарал тоже подключилась. Отлично. Так, можно перелистнуть слайд, да, и хочу с вами поговорить о том, что когда мы с вами говорим о маркетинге, это в первую очередь, конечно, мы говорим о потребностях и предложениях, да. Нурмухамед, можно переключить, пожалуйста?
Ага, вот. И согласитесь, сейчас мы все с вами оказались в такой ситуации, когда нужно быстро адаптироваться, да. И вот какие сферы сейчас будут очень набирать обороты и в какие сферы вы, возможно, можете зайти, а возможно развить в рамках своей работы, да. Согласитесь, это профессиональная переподготовка, да. Почему? Потому что многие остались без работы, да, у кого-то вообще сфера закрылась, да, возможно, закрыли, там, не знаю, турфирму, допустим, мы возьмем, да, они очень сильно пострадали. Сразу в марте месяце карантин начался, я работаю с турфирмами, в мае уже 17% просто закрылись, представляете? Сейчас эта цифра, конечно, огромная. Поэтому профессиональная переподготовка будет очень популярна, да, если вы вдруг захотите зайти в эту нишу или захотите в рамках своей работы открыть что-то такое новое направление, это тоже интересно. Допустим, возьмем с вами такой довольно строгий сектор, банковский сектор, да, в рамках банковского сектора можно элементарно сделать школу банкира там или еще что-то, да, и обучать людей, чтобы они уже могли работать в этой сфере, да, либо отбирать для себя, какую-то сделать профессиональную переподготовку. Курьерские службы. Ну, уже всем известно, что мы с вами где-то около года точно будем находиться в постоянном карантинном вот таком русле, да, то есть выходить из карантина, заходить, выходить, заходить. Поэтому любой сфере обязательно очень важно сейчас организовать курьерскую службу, если не было таковой, да, или же, возможно, для кого-то даже открыть это направление для себя, да, потому что это будет еще популярно, это будет еще актуально, и тем более вот в такой ситуации нашей непонятной политической, да, курьерские службы, они, конечно, будут очень актуальны и очень важно об этом думать. Доставка, понятное дело, что сейчас даже мобильные карты, да, сим-карты доставляют. Хотя, казалось бы, сим-карта одна стоит 25 сомов, да, что тратится на курьерскую службу. Но в любом случае любая сфера требует сейчас и курьерскую службу, доставку. Конечно, согласитесь, у нас с вами появилась культура здоровья, да? Появилась же. Обычно же кыргызы как делают? Вот когда что-то прям заболит, тогда мы бежим к доктору, да? Сейчас мы понимаем, что идет пандемия, коронавирус, мы постоянно моем руки, постоянно там пытаемся себя обезопасить, и, конечно, вот эти антисептики, вот эти все препараты, они будут актуальны, да, и сейчас мы даже видим, как крупные бренды, допустим, которые выпускали духи, да, там Givenchy, Gucci, еще что-то, они уже выпускают антисептики, да, и, конечно, важно об этом думать, когда мы с вами говорим о вашем виде бизнеса, тоже можно подумать, что можно было бы продавать или что можно было бы совместно к вашему товару сделать как доп. Товар, да, допустим, я не знаю, обычная пицца и пицца плюс антисептик, да, там, я не знаю, вы продаете квартиру, дарите очиститель воздуха, да, ну, то есть смотреть то, что сейчас актуально. Сейчас очень многие, если кто тут является родителем, и я вас понимаю, так как сама являюсь мамочкой, да, очень сложно, многие сейчас сидят онлайн, на обучении онлайн, а детей мы-то не перестаем работать, да, мы-то ходим на работу, а детей-то нужно куда-то девать. То есть невозможно его постоянно посадить перед компьютером, и чтобы он там занимался и чем-то и действительно изучал, да. Поэтому репетиторские курсы, там курсы всевозможные, либо просто посидеть рядом с ребенком. Мне кажется, такая должность скоро появится. Посидеть рядом с ребенком, сделать с ним уроки, либо прослушать онлайн, да, чтобы он там не отвлекался. И поэтому тоже подумайте в этом направлении, да. Это вот как вам затравка. Возможно, это тоже будет актуально. Ну и, конечно, интернет-услуги – это наша с вами тематика, да, о чем мы сегодня будем говорить. Это будет актуально, и, наконец-таки, все поняли, что нужно уходить в соцсети. Вот кто сопротивлялся, не хотел, скафнил, им пришлось, да, просто ситуация всех вынудила. И я по себе могу сказать, по своему рекламному агентству, что пока там все искали, как бы продвигать свой бизнес, у нас резко вырос поток клиентов. Резко мы, наоборот, не успеваем сейчас. Да, мы сейчас обслуживаем много разных клиентов, и мы, наоборот, набрали себе больше сотрудников. И потому что, конечно, интернет-услуги сейчас развиваются активно. Можно слайд переключить? Я вот не помню, конечно, что я наизусть там писала, но то есть самое важное, это вот есть потребность, на эту потребность мы должны с вами предложить какое-то предложение, да. Вот посмотрите, пожалуйста, кто видел эту картинку.
Напишите кто-нибудь плюсики, кто-нибудь видел эту фотографию в интернете? Да, Саида, я вот вижу, мне машет головой, да. Согласитесь, маркетинг – это всегда про креатив. Да, вот казалось бы, да, такая ситуация, что нужно соблюдать дистанцию, да, и как вот это заведение, они приняли решение соблюдать дистанцию и при этом привлечь внимание к себе, да, посадили мишек, и, соответственно, можно посадить там между, через и соблюсти дистанцию. Либо вот еще один слайд, да, на этом слайде видно, другое кафе решили, я не знаю, на голову что-то такое одеть. Кому-то весело посидеть, кто-то даже берет, делает селфи, да, и приходит в это кафе просто, чтобы посидеть в этой так называемой шапочке, да, но при этом как бы это очень актуально, да, потому что коронавирус, потому что нужно соблюдать дистанцию, потому что для заведений, да, сократили там определенное количество мест. Так, звук. Вас слышно стало, Сель? Ага, Все, круто. кто-то выключил мой звук, или я выключила. Так, окей. Можно слайд переключить, пожалуйста? Да, или вот посмотрите, это мой самый любимый пример и очень-очень крутой, я считаю, да, Бургер Кинг. Посмотрите, они коронавирус, они одели специальную корону, да, и так они тоже соблюли дистанцию, да, потому что в этой шапочке, если ты ее оденешь, ты не сможешь близко подойти к человеку, да, но при этом они также бургеры свои продают. При этом это насколько круто, да, и о них написало огромное количество СМИ. Задача маркетинга попасть, задача пиарщиков, да, попасть в СМИ бесплатно. А на бесплатной основе можно попадать, когда вы действительно какой-то инфоповод правильно используете, либо создаете что-то интересное, да, что интересно было бы другим. Вот опять-таки, это про то, что вот коронавирус, вот такая ситуация. Никто нам не говорит, делайте вот так, будет правильно, делайте вот так, да. Просто люди придумывают, и маркетинг – это всегда, когда нет границ, нет никаких границ, мы просто придумываем, тестируем, пробуем, и это у нас получается, да. И еще раз, да, самое важное в маркетинге – нету никакой волшебной пилюли. Вот если бы кто-то знал вот эту волшебную пилюлю, у всех все было бы успешно, да. Тогда бы все бизнесы успешно процветали, все было бы хорошо. Маркетинг – это всегда про тестинг. Возможно, для моего вида бизнеса вот эти инструменты подходят, а другому виду бизнеса не подходит, потому что там потребители другие, да, потому что у них интересы другие, потребности другие. Хотя, казалось бы, одна и та же сфера, даже если, да, все зависит на самом деле от потребностей, от подходов. И вот можно еще, да, переключить, Нурмухамед? Вот, я вам рассказывала, что сейчас я работаю в строительной компании, да, коммерческим директором, и мы, конечно, нас тоже вот эта ситуация не обошла, и мы даже, представьте, мы продаем квартиры. При этом у нас квартиры, честно вам скажу, они дорогие. То есть $900, $850 квадратный метр. И у нас квадратуры большие, мы продаем от 55 квадратов. То есть одна квартира – это 40-45 тысяч долларов и выше, да, то есть ниже у нас вообще нету, да. И даже мы в таком секторе строительном, посмотрите, вот вам видно, справа парень сидит, наш сотрудник отдела продаж, да, видно, да? Ага, я вот вижу, Айджан мне махает, вот я вижу, значит, всем остальным видно, да? Мы даже процесс сделок, процесс покупки квартиры, представляете, перевели в онлайн. Не говорите мне, что не продается что-то в интернете. В интернете продается все. Вот на скриншоте это мужчина, который находится в Аше. Вот когда самолеты еще не летали, он не глядя, ну как не глядя, то есть он видел только картинки и видео, то, что мы ему отправляли, купил квартиру в Бишкеке. Просто на наш расчетный счет положил сумму, мы ее увидели, отсканировали документы, отправили и совершили сделку. Да? То есть мы перевели полностью процесс продажи сделки в онлайн. И мы продали в Россию, потом мы продали в Таиланд, в Россию несколько продали, и на юг, и еще у нас одна сделка должна была состояться в Японию, пока еще ведем ее, да, то есть, но сделки онлайн мы совершили. И вот с Россией очень много мы продавали, потому что очень много наших мигрантов, когда сказали пандемия, закрываются какие-то сферы, они начали свои вот эти... Куда инвестировать в Кыргызстане, скажите мне? Есть заводы, фабрики?
акции? Нет. Правильно, все инвестируют в недвижимость, да. Вот даже сейчас, представьте, вот эта ситуация сложная, да, с выборами, там, вот эта вся политическая ситуация, у нас офис закрыт, но клиенты нам звонят и прям заставляют нас показывать объекты, говорят, нам нужно срочно свои куда-то деньги вложить. Да? Самое стабильное, это, по крайней мере, в Кыргызстане, это недвижимость. Поэтому, конечно, мы онлайн полностью перевели, да, процесс сделок. И посмотрите, пожалуйста, слева. Вот тут слева на картинке это я с распущенными волосами, да. И видно, что я парню что-то дарю, да. Вот кто видит, что там подарено? Напишите, пожалуйста, в чате, чтобы вот получать тоже от вас обратную связь. Так, Акмарал присматривается. Нургуля тоже смотрит. Договор, антисептик. Мерим, да, Сабыралиева. Антисептик, Айджан пишет. Да, да. Посмотрите, когда вот начался... Сель, опять со звуком проблемы. Все, Окей, круто. все, да, круто. Ага, окей. Да, 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 абсолютно верно. Вот тут Назгуль даже салфетки увидела влажные. Да, абсолютно верно. Но вот вы понимаете, наши клиенты, да, которые покупают у нас квартиры, они не поведутся на какой-то телефон, да, они не поведутся на что-то еще, потому что у нас квартиры дорогие, и наши клиенты, они такие особенные, да, и при этом это в основном либо те, которые кыргызстанцы живут за рубежом, либо их родственники живут за рубежом, либо которые здесь, у которых есть уже какая-то недвижимость, они ее расширяются, меняют. И мы им начали дарить вот такие букеты подарочные. То есть это был такой актуальный букет для них, да. То есть в этом букете лежали маски, ну вы март, апрель месяц, помните, это было прям очень актуально, да. Маски были дорогие, поэтому мы положили маски, антисептики, вот такие гигиенические средства, и которые для безопасности, да, нашей личной гигиены и в целом от коронавируса, поэтому это было актуально, да. То есть маркетинг – это всегда про креатив и про актуальность, да, вот то, что сейчас актуально, то, что сейчас нужно, да. Вот, допустим, мы бы сейчас никогда не разыгрывали путевку куда-нибудь, да, купи квартиру, разыграй путевку, это нелогично. Ну, почему? Потому что границы закрыты, потому что неизвестно, когда границы откроются, да. Поэтому, допустим, сейчас это вообще не актуально. Сейчас актуально все, что связано со здоровьем и все, что связано с безопасностью. Правильно? Так что... опять у меня звук, да, пропал? Или есть? Есть. Звук есть, отлично. Ага, Да. есть. Дальше. Так, можно дальше. Ну или посмотрите, очень важно, да, в такой момент, самое важное, в соцсетях сейчас нельзя продавать. Сейчас нужно в соцсетях клиентов, партнеров поддерживать, оказывать им помощь, да, лоялить их, да, то есть лояльность очень важна. И посмотрите, как крупные бренды, допустим, Мегаком, когда вот только начался карантин, они писали о том, что они отказались от расходов на рекламу в пользу обеспечения бесплатной связи медиков, да, и это на самом деле большой плюс. Вот это уже пиар, да, это больше не реклама, это больше пиар, и в такой ситуации сейчас нужно делать в основном упор больше на пиар, да. Можно дальше, пожалуйста. Коу-брендинг. Коу-брендинг будет всегда актуален, это вообще моя любимая тема, когда мы с вами коу-брендимся с другими брендами, крупными, некрупными, разными брендами, и совместно делим расходы, да, совместно проводим какую-то акцию. У них есть свои, допустим, каналы коммуникации, у нас есть свои каналы коммуникации. Вот посмотрите, пожалуйста, это вот, кстати, тут у нас старый логотип еще, и видно, что тут на кыргызском написано, что обменяй авто на квартиру. Ну, как вы знаете, в секторе строительства это актуально, да, ты приезжаешь в компанию строительную, отдаешь машину и как бы оформляешь квартиру, да, доплачиваешь. Но мы решили поменять эту систему чуть-чуть, потому что брать авто, потом его реализовывать, еще что-то делать, это сложно, это время занимает, да, и это тоже определенные затраты. Поэтому мы предложили Toyota Центр, и у нас совместно с Toyota Центром трейд-ин. Система трейд-ин работает, когда мы
принимаем машину, эту машину у нас скупает Toyota Центр, да, Toyota Центр на наш расчетный счет пересылает нам деньги, и мы сразу уже заключаем договор на квартиру. Понимаете? Это выгодно как Toyota Центру, так и нам. Хотя, казалось бы, известная система, почему раньше никто не делал, непонятно, да? Ну, нам, допустим, так выгоднее. Сразу мы получаем деньги, а не, допустим, недвижимое имущество, не транспорт, да? Потому что транспорт нужно принять, а потом мы же не эксперты, мы эксперты по продаже недвижимости, да? Но мы не эксперты по авто. Возможно, мы где-то не доглядим, да? Возможно, мы неправильно оценим цену, да? Возможно, еще что потом будет эта машина стоять, потом ее продавать, еще деньги на рекламу тратить. Поэтому этот процесс мы перевели в такую систему трейд-ин, и тут просто договоренности. Никто никому не платит, у всех вин-вин, да? Тут просто такое было предложение ко-брендинга. А можно следующий слайд? Вот на вот этом слайде видно, что во время кризиса, во время такой сложной ситуации очень важно подумать о позиционировании. Да? И если есть такая возможность, и если есть такая необходимость, то это позиционирование можно поменять. Помните, на предыдущем слайде какой у нас был логотип? Да, кто помнит, какого цвета был логотип? Так, Айджан вспоминает или пишет. Остальные... Красно-синий. Да, красно-синий. И знаете, он мне безумно не нравился. Я вообще пришла в компанию полгода назад, и первым делом я, конечно, захотела поменять логотип. И мы полностью поменяли, сделали ребрендинг, поменяли позиционирование. И обратите внимание, у нас сейчас логотип совсем другой, да, и обратите внимание на слоган «Счастье быть дома». Понимаете, это очень актуально. Почему? Потому что во время пандемии там это счастье быть дома, да, и мы продаем квартиры, продавать это, иметь квартиру – это счастье, да, счастье быть дома. Поэтому мы полностью поменяли позиционирование, и оно очень хорошо сказалось на наших клиентах, мы получили очень много хороших откликов, да, и сейчас полностью мы поменяли позиционирование, цветовую гамму и поменяли даже культуру корпоративную. Мы сейчас говорим о том, что мы проповедуем культуру счастья, да, чтобы нашим сотрудникам они работали и им было комфортно как дома, да, также и нашим жителям, соответственно, клиентам. То есть очень важно подумать о позиционировании, да. Следующий момент. Ну, это про ко-брендинг, да, то, что я люблю. А кто-нибудь, кстати, тут присутствует, кто уже был на моих тренингах? Или нет? Или все новички? Имеется в виду, все только вот сегодня со мной знакомятся, да? Ну, здорово. Тогда я могу привести свой любимый пример, потому что я думала, что вам именно рассказать. Акмарал была отлично. Здорово, очень приятно слышать. Смотрите, тут на самом деле я очень люблю ко-брендинг и очень люблю BTL-акции, да, и несмотря на то, что, конечно, сейчас очень сложно проводить что-то офлайн, да, даже мы с вами сейчас сидим, онлайн-тренинг проводим, и, честно говоря, я онлайн-тренинги вообще не люблю, ужасно, потому что у меня уходит много энергии, мне приходится жестикулировать чаще, да, и как-то громче говорить, чтобы вы меня не потеряли, потому что через экран это все-таки намного сложнее, да, но при этом все-таки до 50 человек можно собирать людей, да, то есть все равно мы проводим же и то, и какие-то мероприятия, до 50 человек разрешается. И о чем я хотела сказать? О том, что все устали, согласитесь, мы даже с вами устали сидеть дома, мы с вами устали быть в изоляции. То же самое потребители, да, если у вас есть возможность какие-то проводить небольшие мероприятия, это будет тоже очень здорово, и я, допустим, люблю такие ивенты. Вот посмотрите, допустим, чай-ичинг, да, всегда всем популярна чайная церемония японская, там, китайская, а мы взяли и придумали чайную церемонию в кыргызских традициях. Оказывается, у кыргызов есть много видов чаев, да, раньше были издревле. И мы вот эту тему просто подняли и для СМИ провели такое мероприятие, придумали, и оно прям очень хорошо зашло, да. И название такое чай-ичинг, инговое окончание, ну как бы чаепитие, да. Или вот, допустим, пресс-райдинг, посмотрите, у меня был такой заказ от кыргызско-малазийской корпорации, когда мы для них придумали целый большой ивент, и я вообще придумала новый термин. Пресс-райдинг. Вот даже загуглите, проверьте, если вы вобьете пресс-райдинг,
пресс-райдинг, вы увидите, что там кыргызско-малазийская корпорация, фестиваль Endurance, там еще что-то. Просто мы взяли и придумали такой термин, когда проводили пресс-конференцию, и скачку на лошадях устроили, в общем, журналистам, они могли брать стендап и скакать на лошадях, и им назвали это пресс-райдинг. И журналисты заинтересовались, понимаете, когда всегда что-то новое, это всегда интересно, да, а вот для маркетинга это очень важно, какие-то инфоповоды постоянно создавать, да. Ну, так много всего, вот посмотрите, как написано «Газпром Медиа Ивент», кто заметил, кто что заметил в этом названии? Так, Саида, да, заметила? Пиар, да? Да. Ну, я вообще очень люблю пиар, поэтому я даже везде нахожу вот эти какие-то комбинации. И «Газпром Медиа Ивент», я когда в «Газпроме» работала, да, вот несколько месяцев назад, почему он так называется? Потому что это мероприятие было для пиарщиков и журналистов, понимаете? Мы, в общем, сэкономили большую сумму денег. Я просто поставила себе задачу, что мы будем со всеми журналистами бесплатно работать, и мы это сделали. И за счет вот этих сэкономленных денег мы начали проводить мероприятия, которые назвали «Газпром Медиа Ивент». И это намного эффективнее и лучше, да. И потом уже журналисты перед тем, как публиковать какую-либо информацию, даже негатив, они писали мне сперва, а потом уже спрашивали и публиковали, да. Хотя, конечно, материал выходил, но уже с нашей цитатой. Поэтому нейминг, он, конечно, всегда имеет огромное значение в маркетинге, да, и это очень важно. Так, следующий слайд можно? Ага, что там у меня было? Ну и, конечно, важно понимать, мы же с вами говорим про продвижение в социальных сетях, про новые медиа, да, так называемые, которые уже давно не новые, да, и все мы с вами, согласитесь, есть кто? Аудиалы, да, визуалы, кто еще у нас есть? Кинестетики, да, то есть те, которые в основном тактильно, да, ощущают информацию, либо лучше потребляют. И еще есть четвертый, это дигиталы, да, которым нужно объяснить вот логически. Пока им логически не объяснишь, да, они вот это не будут потреблять, да, либо они вот это не приобретут. Да, а мы с вами что делаем? Мы с вами должны составить, дать такой контент, который позволяет принять решение, да, и каждый принимает решение по-разному. Кому-то лучше аудиально, визуально, дигитально, кому как заходит, да. Поэтому очень важно понимать, конечно, что фотоконтент, видеоконтент, графический дизайн, они всегда были важны и будут важны, но при этом не нужно говорить, допустим, сейчас многие говорят, что видеоконтент рулит, да, и у всех только видео. Или кто-то не любит заморачиваться с видео, публикует только фотоконтент. Но так не должно быть. Мы всегда должны с вами понимать, что потребители, они все разные, они все по-разному принимают решения. Кому-то больше нравится фотоконтент, кому-то видеоконтент, да, кому-то вот какой-то графический дизайн, кому-то что-то еще. Поэтому наш контент в социальных сетях при продвижении мы должны всегда разные использовать форматы, да, и смотреть, на что лучше реагируют. При этом это не означает, если год назад, и это не означает, что в этом месяце, если на это реагируют, то в следующем тоже будут на это реагировать. Нет, потому что ваши потребители, они меняются, да. Согласитесь, они сегодня у вас покупают, завтра у других покупают, потом возвращаются обратно, потом еще что-то, они постоянно меняются. Поэтому мы с вами должны понимать, что мы должны использовать разные форматы и разные виды контента предоставлять. Да? Можно следующий слайд? Ну, конечно, VR, AR-технологии, они безумно популярны, и они сейчас, вот именно 2020 год, 2021 год, они уже активно входят, да, в нашу жизнь. Поэтому нужно их использовать, нужно их создавать. Ну, как пример элементарно, это Инстаграм-маски. Да? Вот у нас тоже есть Инстаграм-маска, вот на скриншоте, да, это капстроевская маска, и там, если вы ее поюзаете, попробуйте, там есть 3 вида, и один вид есть, когда с маской вот такой, да, ну, потому что это актуально, да, и всем нравится почему-то наша каска и вот эта маска, и они прям используют, заливают, они не настолько куда-то идут, но они вот эту маску любят использовать, да, нашу. При этом это, конечно, вовлечение, да, с нашей точки зрения это вовлечение, это охваты, повышение охватов, поэтому VR, AR-технологии мы, конечно, используем. Дальше, и нужно подумать вам, да, как использовать, или посмотрите. Ну, казалось бы, что это бред, да, какой-то. Но люди любят развлекаться, понимаете? В соцсетях люди устают от негатива.
в соцсетях люди устают от какой-то там информации, вот это потребление огромное. Им нравится сидеть, фановый контент, он всегда заходит. Посмотрите, вот эта пицца, теремок, да, по-моему, компания как называется, вот такую они инстаграм-маску запустили, и людям нравится, они постоянно ее используют, да, то есть можно и так. UGC, ага, кто знает, что такое UGC или предполагает? Давайте напишем в чате. Так, Алтынай, Мирим, Назгуль, да, у нас сидит Оксана, Айгерим, Элина, Евгений. Так, кто знает, что такое UGC? Что за термин такой? Кто знает? Так, кто говорил, что был на моих тренингах, наверное, на каких-то других, да, были, потому что я много разных тренингов читаю. Так, Алтынай, здорово, спасибо. Сейчас расскажу. Значит, не зря мы сегодня новый термин узнаем, да? Так, Акмарал присматривается, да, что-то. Пользовательский контент, да, абсолютно верно, Динара. Это user-generated content, да, то есть это контент, который генерят пользователи. Это то же самое сарафанное радио, да, вот есть такой термин, одна бабка сказала, ОБС, сарафанное радио, да, то есть мы с вами верим людям, согласитесь, люди верят людям. Люди не верят брендам. Допустим, мне моя подружка скажет, ой, вот там замечательный какой-то классный магазин. Потом сестра придет, скажет, там классный магазин. Потом еще кто-то, да. И я действительно им поверю, нежели рекламе, да. Нежели рекламе, таргетированной в соцсетях, нежели билборду, нежели там какой-то наружной рекламе еще, да. Я буду верить людям. Поэтому пользовательский контент – это номер один, что нужно обязательно использовать и не забывать об этом, да. И для того, чтобы его генерить, нужно поощрять, да, нужно мотивировать пользователей, нужно мотивировать ваших клиентов, вовлекать. При этом это, конечно, нам дает и вовлеченность, и виральность, да, данные статистические мы с вами можем собрать, ну и, конечно, это эмоции. Вот посмотрите, Starbucks, допустим, они очень безумно постоянно используют и создают, да, и вот этот контент. Кто-нибудь знает вот эту их пиар-компанию White Cup Contest? Нет? Знает? Окей, давайте тогда я расскажу, да. Они предложили покупать у них кофе вот такое в белом стаканчике, и на этом белом стаканчике потом пользователи могли нарисовать свой рисунок. И тот рисунок, который они выбрали, да, в качестве победителя, они выпустили лимитированную серию. Понимаете? Люди брали, покупали белые стаканчики Старбакса, рисовали, выкладывали в соцсети, и, конечно, они там создали и шумиху, и вот таким образом, да, замотивировали своих пользователей, своих покупателей, чтобы создать вот этот контент, да, user-generated content, еще и потом выпустили лимитированную серию, да, и победитель был, конечно, безумно рад. Ну, это вот такие интересные штучки, которых не хватает, к сожалению, в Кыргызстане, да, поэтому, если вы это будете делать, это вот обязательно делайте сейчас, потому что потом это все будут использовать, это уже будет не очень интересно, да, и нужно, конечно, постоянно думать, постоянно коммуницировать с аудиторией, да, то есть вы же знаете, есть такая формула популярная 4P, да, и 4C. Вот в 4P вы знаете там product, price, placement и promotion, да, а когда мы говорим с вами про 4C, там не promotion, а там communication, да, то есть очень важно не просто продвигать сейчас, понимаете, наружную рекламу, баннер повесили в городе и не знаете вообще пассажиропоток, люди ездят, не ездят, смотрят этот баннер, нет. А в соцсетях вы можете создать коммуникацию, да, вы можете брать, общаться с аудиторией, да, получать у нее фидбэк и создавать вот такую лояльность вокруг себя, да, вокруг своего бренда. Поэтому это очень-очень важно. Можно следующий слайд? Акценты. Конечно, я еще раз повторюсь, да, что очень важно сейчас именно в социальных сетях, да, вообще, и вообще не только в социальных сетях. Сейчас важно не продавать, да, а вовлекать аудиторию, да, при этом вовлекая, понимать, да, какие сейчас акценты, показывать заботу свою, заботу бренда о них, да, поддерживать бизнес, показывать, что если они у вас приобретут что-то, это безопасно, да, если они к вам в офис придут,
то там чисто, аккуратно дезинфекцию вы проводите каждую неделю, условно, да. Или, допустим, я иду в кафе, у меня ребенок, и я вижу, что передо мной официант берет вот этот столик, дезинфицирует, для меня это уже показатель, да. Вот сейчас вот эти моменты, вот эти акценты, они очень важны. Поэтому, пожалуйста, подумайте в своем виде бизнеса, что вы можете сделать, да. Вот эта фотография, вот эта девушка в маске, это я, если кто не узнал, да. И на вот этой фотографии там коробки стоят. Это пример того, как мы закупили на 2 миллиона сомов Кликсан. Помните, в одно время Кликсана вообще не было в городе, да? И мы чуть-чуть заморочились, мы с России, я нашла в России наших мигрантов, которые закупили по скупочной цене, мы им отправили, вообще тоже это как такое доверие, да, я не знаю этих людей, но я им отправила 2 миллиона сомов, они закупили на 2 миллиона сомов вот эти лекарства, и потом самолетом они отправили к нам сюда. А потом вы видите, там Ош или не написано, Баткен или не, Джалабат или не. По всем регионам мы отправили вот эти лекарства. Лекарства, шприцы, Кликсан, гепарин, ну вот эти все важные медикаменты, которых не было. И мы отправили, как бы со своей стороны, это социальная ответственность компании, да. Но вы не представляете, когда мы там общались дальше с нашими клиентами, с нашими жильцами, они говорят, ой, вы, оказывается, помогаете, спасибо, вот у меня есть дебиторская задолженность, я ее сегодня погасил, да. То есть вот такие отзывы мы получали, да, и насколько вот эта лояльность, да, появляется между нами и клиентами. На самом деле это очень важно, да, показать вот эту заботу. Или то, что мы сделали дезинфекцию, допустим, в наших объектах, которые мы уже продали. Они уже как бы наши не клиенты, а уже жильцы, да. Мы им продали, там уже нет квартир, но просто мы о них позаботились. Потому что очень важно понять, в маркетинге всегда сложно постоянно искать новых клиентов. Согласитесь? У нас же есть емкость рынка определенная. Невозможно постоянно искать новых клиентов. Зачем? Нужно работать с теми, которые уже являются нашими клиентами, да? Поэтому нужно акцент делать именно на вот этой лояльности, на удержании клиентов, на работе с теми клиентами, которые у вас уже есть. Они либо приведут новых, либо посоветуют вас, да, другим, либо же сами еще раз приобретут. Допустим, наши клиенты, у нас есть клиент, который уже у нас купил 8-ю квартиру, представляете? 8-ю! Вот настолько он такой приверженец бренда, да, что постоянно с нами расширяется, потом еще что-то, еще что-то. И один раз, если у нас клиент купил, у нас есть такая своя таблица клиентов, где 1 плюс мы называем, да, то есть это клиенты, которые приобрели у нас больше, чем 1 квартиру, да, и вот для нас важно увеличить вот этот показатель. И знаете, что я делаю, вам по секрету скажу, в качестве коммерческого директора, я иногда просто звоню клиентам, просто спрашиваю, как у вас дела, вот там с наступающим каким-нибудь праздником, или как обстановка, как вы вообще нормально поживаете, вот просто не для продаж, не для чего, просто для коммуникации, для поддержания вот этой короткой связи, понимаете? И это на самом деле очень важно, да. Можно следующий слайд? Так, что я там еще было? Поведение. Важно понимать, что когда меняется ситуация, меняется поведение потребителей, да, это закономерно. И меняются их какие-то критерии. Да, вот тут на скриншоте во время карантина, помните, все сидели и обсуждали, о, сегодня 5 человек умерло, сегодня 10 человек умерло, сегодня 300 человек заразились. И вот все сидели эту статистику изучали. Честно, она потом так поднадоела, и вот столько было негатива, и я решила как-то разбавить и свою ленту, и ленту подписчиков, и вообще в целом эту ситуацию, и решила брать интервью у предпринимателей, которые в кризис быстро себя нашли, да. И вот на этом скриншоте моя подруга замечательная, девушка, которая открыла швейный бизнес небольшой, и она в марте месяце быстро начала шить маски, да, маски для лица. И она говорит, что вначале никто не соглашался, а потом настолько она, вообще у нее такой большой поток, что она шила для правительства Казахстана. Представляете, большой вот такой огромный тендер. И насколько у нее на принятие этого решения была только неделя, да, то есть она самая первая в Кыргызстане, которая начала это делать.
То есть важно быть гибким, и нам с вами повезло. Почему? Потому что мы с вами кочевники, да, кыргызы. Кыргызы, казахи вообще. Мы привыкли с одного места кочевать на другое и быстро адаптироваться, да. И вообще кыргызы, посмотреть, кыргызстанцы, да, мы быстро адаптируемся к новой ситуации. Митинг? Ладно. Будет мародерство, быстро вывезли свой товар, опять привезли, да. То есть у нас есть очень классное качество, это вот эта гибкость, вот эта мобильность. Да, и это очень важно понимать, об этом всегда очень важно думать, что сейчас такое время, когда, согласитесь, нельзя запрогнозировать свою жизнь на 5 лет вперед, да, даже на год вперед. И вообще мы даже не знаем, завтра у нас вообще будет президент, нет? Ну, не знаем мы, да. Сейчас в нашем мире очень быстро все меняется, поэтому очень важно не строить какие-то вот планы грандиозные, там, долгие, длительные, тратить на это время, а очень важно быстро уметь адаптироваться, да, потому что поведение потребителей быстро тоже меняется. Можно следующий слайд? Так, да, ну, мне же надо как-то разбавлять, да, нашу презентацию, чтобы не было совсем скучно, и я, когда вот веду такой монолог, конечно, я хотела сказать о том, что когда мы с вами говорим про продвижение в социальных сетях, самый-самый важный момент – это не просто визуал, да, а копирайтинг, текст к этому визуалу, да. И есть такое золотое правило, что текст не должен повторять картинку. Если там нарисован арбуз, не нужно говорить, этот зеленый арбуз, да, а текст и картинка, они должны дополнять друг друга. Поэтому очень важно именно сейчас уделить внимание копирайтингу. При этом понимать, что сейчас очень большой информационный поток, да, вот поток информации у нас огромный, согласитесь, и сейчас не нужно писать вот такие тексты простыни, никто их читать не будет. Вот сейчас читают тексты, которые одно-два предложения, больше не читает. Вот сейчас слишком большой информационный поток. Сейчас очень много новостей. Просто пользователь не успевает дочитывать. И не надо свое время тратить на это, да. Конкретно в одном-двух предложениях расписывайте, что вы хотите донести до аудитории, да. Экономьте ваше время и экономьте время ваших пользователей, да, это очень важно. Так, следующее можно? Ну и, конечно, очень важно понимать, это оперативность. Согласитесь, именно в интернете и так, кто-то что-то говорит, да? Нет? Ага, и мне либо слышится, либо Порядок. мне плохо слышно. Порядок — это у одного из наших участников микрофон. Все, понятно. Хорошо. Смотрите, согласитесь, в интернет, когда мы с вами заходим, нас от наших конкурентов что отделяет? Вот есть конкурент один, а есть конкурент Б. Что отделяет? Всего лишь один клик, представляете, да? Если вы вовремя не ответите, он скажет, ой, там миллион аккаунтов, я пойду у другого спрошу, да? И это очень важно, то есть именно в социальных сетях оперативность важна. Даже вам в 11 ночи написали, пользователь будет ждать, что вы им в 11 ночи ответите, а не в 7 утра, да? Тут нету понятия, что время закончено трудового дня, да? Именно в социальных сетях оперативность очень важна, да? И мы все с вами знаем, что в социальных сетях очень много негатива, и он всегда был и всегда будет, да? Не нужно слишком переживать за это, но очень важно вовремя отвечать, да, на вот этот негатив. То же самое, как и на вопрос какой-то, негатив нужно быстро убивать, иначе за вас уже все придумают. Да? Мы с вами видели даже, как в наших случаях в Кыргызстане из-за соцсетей снимали с должностей, да, помните вот эти случаи, или что сейчас творится, имидж, да, человека полностью вот и в социальной сети, конечно, играет огромную роль, да, поэтому нужно быстро, оперативно реагировать на все. Так, можно следующий слайд? Ага, ну, спецпроекты, конечно, очень круто и очень классно, и очень правильно создавать спецпроекты, да, в интернете. И вот можно следующий сразу слайд? Посмотрите, мне очень нравится этот пример. Вот канские львы даже они получили премию канских львов, представляете, за этот пример. Это пример Нью-Йоркской общественной библиотеки. Что они сделали? Вот можно следующий слайд. Они придумали новый формат. Новый формат называется инста-новеллы. Представляете? Вот никто им не говорил, что так можно, что так нужно, да? Они просто взяли и придумали новый формат. И они стали свои книги
в сторисе, в формате сторис публиковать, представляете? Обложку, заголовок, введение, и вот прям короткие такие сторис, да, и благодаря этому у них резко увеличилась охват, да, вот за день только 38 тысяч сразу добавились, представляете, и 300 тысяч охват был огромный, да, это про то, что, опять-таки, есть известные всем инструменты, да, при этом никто не говорит, вот так делаете, вот так неправильно, а вот так правильно. Из этих инструментов вы тоже можете придумывать новые форматы, да, и именно в социальных сетях, это соцсети, они всегда такой, как живой организм, да, это очень хорошо воспринимается, либо заходит, либо не заходит, поэтому можно придумать и что-то свое. Можно следующий слайд? Мы уже заканчиваем, если кто-то подустал, да, и, конечно, нужно всегда придумывать свои инфоповоды. Я просто вам, по примеру, хотела поделиться и рассказать, что 14 февраля я вдруг для себя решила посоревноваться с Днем Святого Валентина и устроила в Кыргызстане Международный день книгодарения. Да? Вот есть такой популярный праздник в Европе, в Америке, в США, и у нас, конечно, популярен День Святого Валентина, но я не хотела с этим мириться, да, и мы организовали такое мероприятие, всего лишь за 1,5 недели мы анонсировали, ожидали 55 человек, пришло 127, представляете, 127 человек пришло, но суть в чем? Конечно, мероприятие было интересное, все дарили друг другу книжки, да, потом мы еще придумали там такой момент именно социальной ответственности, когда мы принимали книги для детской больницы, а, да, это наш активный участник постоянный, для Джальской больницы, да, и почему вообще для Джальской больницы мы решили тоже дарить книжки, мы там собирали на это мероприятие, потому что в отделении неврологии, где лежат дети, им нельзя смотреть телефоны, понимаете, смартфоны вот нельзя, да, потому что они и так в отделении неврологии находят телевизор, смартфоны, им можно только читать книжки, а там у них, оказывается, не было книжного уголка. Но в целом суть мероприятия была не в этом. Суть мероприятия была в том, что я хотела сделать презентацию своего рекламного агентства. Понимаете? Вообще цель какая? Цель была провести презентацию рекламного агентства. Но я не хотела делать это банально, поэтому я придумала целое огромное мероприятие, да, придумала туда вот социальную такую ответственность. Для чего? Чтобы привлечь партнеров, и чтобы мероприятие, оно было не презентация ради презентации, а чтобы это было в рамках интересного мероприятия. И, конечно, мы подключили партнеров СМИ и всех остальных. Если бы я, допустим, просто проводила презентацию своего агентства, согласитесь, в СМИ на бесплатной основе мы бы не попали, да? Ну, это никому не интересно, да? Поэтому то есть нужно исходить, да, всегда, когда вы планируете какое-либо мероприятие, тоже из целей, и потом подумать, как это мероприятие упаковать так, чтобы всем было интересно, и так, чтобы пришла аудитория, да, и, конечно, будет определенный результат. Так, можно дальше? Уже, по-моему, последние слайды остаются. Ну, конечно, очень важно понимать, что всегда есть актуальная тема, да, всегда есть какая-то актуальная ситуация, и под эту актуальную тему, под эту актуальную ситуацию нужно всегда предлагать свой контент. И это всегда будет заходить. Да, и это очень важно, когда мы говорим именно про маркетинг, именно про продвижение, тем более продвижение в социальных сетях. Да, можно дальше. Ну, мне очень нравится этот пример. Опять-таки, маркетинг – это всегда про креатив, да, и всегда важно думать, как и что, где можно скреативить, и не всегда это какие-то большие затраты. Нет, это не про затраты, это про креатив, это про то, как преподносить ту или иную информацию. Вот ту или иную информацию, как вы можете, с помощью чего преподнести, да, это на самом деле очень важно. Дальше, можно дальше, Нурмухамед. Да, помните, мы с вами говорили про доставку, да? Вот именно, когда вы будете... Микрофон отключился. Асель, микрофон, последние секунд 10 не слышно было. Так, не слышно еще до сих пор. Все, есть. Появился звук? Есть, да? Есть. Есть. Так, кто-то прям вообще тут, конечно, у нас все срывается, сегодня техника совсем не работает. Я хотела сказать про то, что, помните, мы с вами говорили про доставку, курьерскую службу, да? Вот не забывайте сейчас про упаковку.
Потому что вы сейчас не контактируете с клиентом, то есть офлайн вы не контактируете, а контактирует ваша упаковка, понимаете? И вот этот контакт, он должен состояться, да? Поэтому не забываем, сейчас уделяем внимание большой активной упаковке, да, не забываем про это. Вообще это в целом, конечно, важно, но именно сейчас на это будут все обращать внимание, да, в особенности. Вот посмотрите, как суши, допустим, они использовали место, да. Дальше я хотела сказать, что еще очень важно, да, вы пока можете прочитать, что там написано на этом скриншоте. Этим скриншотом я хотела вам сказать опять-таки про то, что можно, конечно, планировать свою бизнес-идею месяцами, выписывать, расписывать бизнес-план и что-то еще, но намного важнее просто идти и делать, вот честно. Намного важнее идти, пробовать, ошибаться, спотыкаться, смотреть, анализировать и идти дальше, да. Вот сейчас время никого не ждет, да. Вот помните турфирмы, которые долго не хотели переходить на электронные билеты? Они потом так прогорели, да, сейчас уже никто, хард-билеты никто не выпускает, да. Время сейчас очень быстро меняется, время никого не ждет, поэтому никогда не ставим какие-то себе большие планы и долго не размышляем, не думаем, да. Ну, конечно, нужно думать, нужно анализировать, нужно стратегически мыслить, но при этом нужно понимать, что сейчас время очень быстро меняется. Пока вы будете долго что-то придумывать, анализировать, это может быть не актуально, да. Так, дальше. Это, по-моему, вот последний, да, вроде бы слайд. Да, стандарты, да. Очень важно понимать, опять-таки, когда мы с вами говорим про маркетинг, что нету никаких рамок, никто у вас никогда не ставит какие-то рамки, да. В маркетинге даже может быть 2 плюс 2 равно 5, да, это не всегда 4. То есть очень важно понимать, что именно в маркетинге нужно постоянно что-то тестировать, пробовать, гипотезы, да, какие-то разные, и тогда уже посмотреть, что есть, что действительно для вас подходит именно для вашего бизнеса, да. И что там было еще, Нурмухамед? Ну да. И самый важный последний момент, о котором я хотела сказать, это важно понимать, что в социальных сетях есть своя особенность. И эта особенность называется отложенные покупки, да. То есть никогда не будет такого, что вы открыли аккаунт в социальных сетях, у вас сразу пошли продажи. Нет. Сейчас, чтобы купить что-то у вас в соцсетях, они должны к вам привыкнуть, вы должны в их ленте побыть, да. Вот вы сейчас, когда просыпаетесь или засыпаете, что вы первым делом делаете? Я уверена, вы смотрите телефон, да? Я просто уверена, что вы берете свой телефон, либо засыпаете с ним, либо он где-то возле подушки и смотрите, да, что это. То же самое делают все остальные пользователи. И задача любого маркетолога быть там, где есть аудитория, да. А если соцсети собрали эту аудиторию, просто грех не быть там, да. Вы должны быть в их новостной ленте. И это очень странно, если кого-то еще там нет, да. И вот этот важный момент, отложенный спрос, что сразу покупать не будут люди к вам сфера привыкают, смотрят, анализируют, да, и поэтому потом, конечно, обязательно будут продажи. Ну, и хотела сказать, что соцсети, это, конечно, хорошо, я их, конечно, люблю, но соцсети соцсетям рознь, сразу скажу об этом, потому что, когда вы загоняете своего пользователя только в онлайн, вы что делаете? Вы начинаете конкурировать с тысячами конкурентами, да, нежели если вы как-то будете офлайн работать. Поэтому никогда просто онлайн всегда должны с офлайн вместе работать, да. Это вот TTL сейчас коммуникации, они очень важны, когда вот полностью офлайн должны интегрироваться, да, с онлайн. И тогда, конечно, будет результат. Ну, вот так вот, это то, что я хотела вам сегодня сказать. Надеюсь, было интересно, не скучно, не нудно. И надеюсь, все до конца досидели, никто не вылетел и не вышел. Да, вот. Спасибо большое, Асель. Очень интересно. Я уверен, участники также слушали вас, много чего получили. Даже я, лично говоря, очень много чего узнал. Интересная, веселая презентация. Хорошо. Искандер, хотел вам дать слово. Пик Бишкек с нами, директор, собственно, организатор
сегодняшнего мероприятия. Вам слово. Приветствую, уважаемые участники, приветствую, Асель, уважаемые коллеги. Благодарю вас за такую очень живую и интересную лекцию. Я думаю, будет ли у вас сессия вопросов и ответов или нет. Тем не менее, хотел бы там пару слов сказать о ПИК. Мы приветствуем всех тех, кто вот помимо программы Migrantish Care присутствует здесь, и призываем вас участвовать на наших будущих программах, подписываться на нас во всех наших соцсетях, потому что будет очень много интересного. Вот я думаю, что вот сегодняшняя лекция была тоже особенно интересна, и вот таких материалов мы постараемся делать побольше совместно с нашими партнерами. Спасибо, Нурмухай. Хорошо. Отлично. Я думаю, можем, Асель, если вы не против, сделать такую небольшую сессию вопросов-ответов. Уважаемые участники, у кого есть такие вопросы, Асель, давайте буквально немного времени на это уделим и поговорим. Аселя, вот у меня такой вопрос. Меня зовут Мерим. Извиняюсь, Спасибо за... Асель, вас не слышно. Вот я вижу, вы говорите, но вас пока не слышно. Все, есть. Да, вот что-то с микрофоном, что-то сегодня с техникой, вообще техника что-то меня сегодня не любит. Наверное, где-то обиделась на меня. Но на самом деле я хотела сказать, что я буду очень рада получить обратную связь, я очень буду рада ответить на все вопросы, потому что я сама, вот такой у меня был длинный монолог, сама с собой говорила. Будет здорово, да, если у вас есть какие-то вопросы. Если, возможно, такое, что кто-то еще не переварил информацию, не переспал с ней, да, как у нас любят говорить, то, возможно, если у вас появятся такие вопросы, вы можете всегда меня найти в соцсетях, написать мне, я там сижу 24/7, потому что приходится, да, это моя работа, и я всегда буду рада ответить на вопросы. Конечно, я есть во всех популярных соцсетях Кыргызстана, но нужно там быть. Буду рада ответить. Аселя, Оставить ссылку Инстаграм, Асель, в чате, можете оттуда уже ее найти. Мерим или кто? меня хотел? слышно, да? Так, Мерим, да, по-моему, Мерим говорит, да, по-моему? Да. Здравствуйте, Аселя. Ага. Было очень интересно, конечно же, такие крутые примеры, вообще в шоке, я не знаю. Спасибо. Возможно ли вообще супер? Знаете, у меня такой вопрос. Я так поняла, что вы имеете в виду креативность должна присутствовать, вот, и занимается ли этим ваше вот рекламное агентство? Да, спасибо, Мерим, за вопрос. Да, в первую очередь, я вот всегда, у меня есть такое мнение, что маркетинг – это всегда про креатив, да, это не про какие-то большие бюджеты, потому что с большими бюджетами, ну и каждый сам все может сделать, да, это в основном реклама. Конечно, мы всегда занимаемся и разрабатываем различные пиар-компании для многих крупных компаний. Есть даже заказы у нас с Казахстана, да, с которыми мы работаем, и мы очень любим креативить. Вот честно, мы прям собираемся с нашей командой, у нас записываем все самые безумные идеи. И вот если позволите, я могу рассказать про свою одну безумную идею. Так, я тут, да, меня слышно? Вылетела чуть-чуть. У меня была такая безумная идея. В 2013 году, я тогда работала в компании Мегаком, я решила провести, нам нужно было просто разыграть, в общем, конкурс, разыграть телефоны, да, Samsung Galaxy S3 на презентации, разыграть телефоны, и я просто бредовую идею предложила разыграть таким образом, что мы вывели Twitter-ленту на огромный экран. Да? То есть на огромный экран, Twitter-ленту, и под определенным хэштегом я задавала вопросы, и кто быстро реагировал, сразу было видно, да, кто верно отвечает и кто быстрее всех. И как бы казалось бы, это вот бредовая идея, как можно вывести Twitter-ленту на огромный LED-экран, и вообще так никто никогда не делал в Кыргызстане. В то время, 2013 год, представляете, Twitter, там мало кто пользовался, да, но мы, допустим, в итоге мою идею, да, взяли за основу и реализовали, и Samsung был безумно рад, потому что в Алмате, когда они проводили это мероприятие, там людей затоптали за эти конкурсы, потому что они Angry Birds вот такую рогатку делали и запускали, что-то там такое было, в общем, да. Мири, я ответила, да, на ваш вопрос, я могу много говорить, если меня не останавливать. Да, я поняла, спасибо, очень интересно. Возьму на заметку. Спасибо. Хорошо, спасибо за вопрос, Мерим. Возможно, кто-то еще хочет задать? Так, у нас уже в комментариях есть один вопрос.
Можете дать рекомендации по оформлению страниц в соцсетях? Чего нельзя делать, а что, к примеру, будет в тренде, а что устарело? Так, ну, знаете, нужно, конечно, посмотреть, во-первых, на аккаунты в соцсетях, да, что устарело. Могу однозначно сказать, что устарелые, огромные, непонятные текста, да, вот эти, мы текста называем тексты простыни, и почему-то вот именно в странах СНГ мы любим объяснять, да, людям, что это такое огромное предисловие, да. Сейчас очень важна краткость, точность и быстрая оперативность. Потом, что еще устарело? Устарело много селфи, вот это устарело, сразу скажу, да. Сейчас очень актуально это вот VR, AR-технологии, да, когда мы... И очень хорошо сейчас заходят 15-секундные, 30-секундные ролики. Больше, чем 2-минутные ролики сейчас вообще не просматривают. Ну, есть просматривать, но она очень-очень низкая. Еще знаете, что заметила? Очень интересно, но YouTube безумно развивается в регионах. Я просто в шоке, честно, но я сама не ожидала, часто езжу сейчас по регионам и вижу, что люди черпают информацию, даже наши аташки, апашки в YouTube, да, то есть они новости там смотрят, да, оттуда черпают информацию, вот эти YouTube-каналы прям там безумно читают, я вот просто была удивлена, допустим, я всегда езжу, когда в какой-то регион, спрашиваю, откуда информацию получаете? Газеты, радио, там, не знаю, ТВ, что еще? И почему-то в регионах, многие, вот в особенности это юг, южные, да, регионы, они мне все сейчас говорят YouTube. И я прям, ну, очень удивлена, это очень интересно, да, это тоже так очень показательно. Потом по оформлению в соцсетях, что еще устарело? Устарело, когда сильно заморачивается над дизайном, да, вот когда прям много времени тратить на дизайн тоже сейчас не нужно. Сейчас важна легкость, простота, и хэштеги, кстати, хэштеги. Не нужно делать много хэштегов, да. Сейчас есть у меня такая заметка, я вот часто практикую даже на своем аккаунте, что публикации, когда нет вообще ни единого хэштега, тоже хороший оборот набирает. И я вот так варьирую. Это тоже вот интересная заметка такая. Так, сейчас у меня тут много вопросов. Что вас мотивирует или дает сил, когда вы сильно устаете, выгораете? Классный вопрос, потому что на самом деле это очень важно. Я очень сама по себе активный человек, и мне нужно всегда где-то черпать силы, потому что я являюсь руководителем, нужно всех мотивировать, еще сотрудников. И я бегаю, я марафонист, я 42 километра пробежала специально, летала в Стамбул, чтобы пробежать марафон. Вообще сама для себя просто бегаю в городе, мне нравится бегать. Я люблю кататься на роликах, как бы это безумно не звучало, взрослая тетка катается на роликах со своим ребенком, но я это делаю, мне это нравится. Вот меня вот что-то такое активное очень мотивирует, я вот расслабляюсь, когда я что-то делаю активное. Вот это меня прям тоже вот очень хорошо расслабляет. Так, я потеряла чат. Где наш чат? Могу вам прочитать, Асель, Ага. чтобы не взглядываться. Нургуля спрашивает, эффективность таргета в Инстаграм. Стоит ли вложиться? Конечно, однозначно, Нургуля, вкладываться нужно. Вот я вам даю зуб, что обязательно вы увидите результат. Да, по таргетированию можно сказать, что минимально $1 нужно ставить. Да, и всегда, когда ставите в начале таргетинг, просто протестируйте. Ну, поставьте в начале $2-3, да, и обязательно смотрите, потому что когда мы ставим таргетинг, Facebook это хочет зарабатывать, чтобы поставить таргетинг в Инстаграме, нам нужно иметь страничку в Фейсбуке. Ее нужно привязать, да, во-первых. Во-вторых, когда мы ставим таргетинг в Инстаграме, в Фейсбуке, без разницы, сразу он ставится, допустим, бывает в день, да, и мы можем не увидеть галочку, мы подумаем, что мы $10 ставим на 3 дня, а у нас по $10 будет уходить. И спишется с карточки $30, да. То есть вот такие есть хитрости у Facebook, он сразу берет там вот такие, автоматически ставит, а наши не проверяет и ставит таргетинг, допустим, на весь Кыргызстан, да. А зачем, когда у меня, допустим, магазин какой-то, он только в Бишкеке работает. Зачем мне распылять свой бюджет
и ставить весь таргетинг на весь Кыргызстан. Не нужно. Выбираем только Бишкек, да. То есть, когда вы ставите таргетинг, обязательно, пожалуйста, вот прям детально посидите с таргетингом, да, поработайте и прям посмотрите, да, что и как нужно установить. Видимо, про И $10 дальше... это из вашего опыта, да, горького вы так сказали? Не, это не только из моего опыта. Я таргетинг запускаю с 2011 года. Ну вот я просто многих вижу, как очень было много случаев, когда мне прям звонили, писали, говорили, что это карточка за зарплату куда поступает, да, а там вся зарплата ушла. Ну это, конечно, обидно. Такие Окей, случаи бывают. Так, окей, из спасибо. вашего... Ага. Так, из вашего опыта в проектах ООН порекомендуйте, пожалуйста, деятельность проектов различных, в каких площадках распространить. Порекомендуйте, пожалуйста, деятельность проектов различных, в каких площадках распространить. Так, да, Элина, вы абсолютно верны в том плане, что я являюсь медиаэкспертом ООН, и уже на протяжении, 6 лет, вообще 6 лет, оказывается, ужас. 6 лет веду там их различные странички, различные проекты с ними вместе реализовываю. Порекомендуйте, пожалуйста, деятельность проектов. Там много разных проектов. У нас в Кыргызстане 21 агентство ООН, представляете? Целое 21 агентство ООН. И разные агентства работают в различных направлениях, да, там дети, это ЮНИСЕФ, там статистика народонаселения, это UNFPA, да, вот так, для чего и какими методами завлечь аудиторию, когда представляет инфо о проекте. Все, я поняла вопрос Элины. Элина вот абсолютно верна в том плане, что намного сложнее продвигать социальное что-то, чем коммерческое. Я вот прям с ней согласна, это прям намного сложнее, безумно сложно. Но важно понимать, что нужно с аудиторией разговаривать на их языке, да. Допустим, когда какие-то есть социальные проекты, там вот этот берут какой-то сложный язык, вот эту формулировку программ и берут ее, перекидывают на сайте, размещают, и то же самое размещают в соцсетях. Это не работает, да, потому что люди в соцсетях тяжелый текст не воспринимают. Люди-то, помните, изначально соцсети пришли для чего? Общаться, да, то есть социальные сети, они для социума. И там какие-то трехэтажные формулы, какие-то непонятные аббревиатуры, они очень плохо заходят, да, поэтому очень важно понять, ваша аудитория чем интересуется. Вот даже на ООНовских проектах я часто что делаю? Я просто беру и даже пишу в соцсетях, о чем вам интересно было бы узнать, да, а что вы хотели бы получать, а какую информацию нам размещать. И пользователи сами нам пишут, да, они сами нам пишут, и мы это размещаем. Даже у меня была такая рубрика, когда я начала размещать слова на английском языке с переводом. Кто-то подписывался на ООНовские странички, чтобы подтянуть язык английский. Вот были такие, и им эта рубрика прям заходила, им это было интересно. Да, то есть очень важно вот коммуницировать со своей аудиторией, общаться и вот узнавать их потребности, да. Мы можем предполагать, что им это интересно, но им это может быть неинтересно, поэтому лучше у них узнавать, да, вот лучше у них прям уточнять. Так, дальше. Окей. Так. Ага. В чате вопросов вроде нет. Если кто-то хочет вопрос задать, может, включим камеру, микрофон. Задайте вопрос. Есть желающие? Есть возможность сделать снимок такой общий тоже, чтобы перед тем, как мы закончим, там общий камеры. Да, спасибо, Элина меня благодарит за ответ. Давайте, да, сделаем. Уважаемые участники, прошу вас включить камеры. Давайте сделаем общий снимок на память. Да, спасибо, Динара. И потихоньку будем закругляться. Аселе большое спасибо. Давайте этот момент запечатлим. Давайте. Кто фотоет? Так, фотоем все. Так. Еще? К сожалению, скорость не позволяет включить камеру, выкидывает из зума. Ага. Да. Так, все сфотали, да? Все сфотались. Классно, отлично. Отлично, здорово. Все, да? Можем? Да. Так, сфотали, да? Стоит и сын Нурмухамедом вопрос. Хорошо. Вопроса нет.
Хорошо. Ага. По-моему, вопросы были хорошие. Аселия, огромное спасибо за такую очень интересную, познавательную презентацию. Также от нашего генерального директора Парусов, компании «Предприниматель» Даниил Ремилов и, соответственно, главный тренер в программе «Мигрант Ишкер». Ага. Спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо большое. Все. Спасибо. Доброго вечера.